Какое будущее ждет журналистику в эпоху блогов и подкастов? Ответ на этот вопрос мы сегодня попытаемся узнать у Милана Мурзагулова. Это руководитель направления журналистика в Международном университете Кыргызской Республики, кандидат политических наук и доцент. Здравствуйте, Милан Мурзагулович. Спасибо большое, что нашли время принять участие в нашей сегодняшней беседе. Будущее журналистики в эпоху блогов и подкастов. Каким оно видится вам? Да, тема достаточно, как я уже сказал, актуальная. Но журналистика и раньше показывала, будем так говорить, свою тенденцию развития и влияла, неважно на какой, но в первую очередь на именно общественно-политический сектор. На сегодняшний день у нас тоже, в принципе, такая вероятность есть, будем так говорить, в нашем суверенном Кыргызстане. Будущее, я думаю, будущее, перспектива нашей отечественной журналистики достаточно широка. Она по сей день, она показывает именно свою активную деятельность. Вот, практическая журналистика, я имею в виду. Вот. Ну, опираясь на практическую журналистику, конечно, мы выводы какие-то делаем, представители, будем так говорить, научной и академической сферы. Вот. А в целом я бы характеризовал бы, что она достаточно развивающаяся, будет себя представлять в будущем, неважно, через 10 лет, через 5 лет. Почему? Потому что тенденция сегодняшняя показывает, что она, в принципе, достаточно хорошо развивается, в том числе и у нас. Опять же, спрос, да, я знаю, что большой, и на журналистику ребята, абитуриенты всегда охотно идут. Ну и такой момент, да, поскольку это их хлеб насущный будущий, блогеры, которые все же представляют угрозу для этих ребят, не отберут ли они у них работу в будущем? Да, хороший вопрос. В принципе, тенденция развития не только журналистики, но и в целом общества показывает, что век информатизации, век, будем говорить, IT-технологий, в принципе, есть такая вероятность, что так называемые блогеры, они тоже создают определенную конкуренцию. Но если здоровая конкуренция, это же хорошо, тем более если для журналистики. Будут так называемые качественные продукции, ну, мы все знаем, что в условиях рынка мы те или иные материалы журналистов называем продукциями, поэтому те или иные продукции, они будут оттачиваться, они будут качественными намного. Но с этой точки зрения я полагаю, что это наоборот хорошо. А если второй момент относительно того, что они насколько будут проявлять и будут совершенствоваться дальше, и как в отношении блогеров, я могу сказать, и в отношении журналистов, то здесь я могу сказать, что индивидуально каждого журналиста зависит здесь профессионализм, кто как будет оттачивать свое перо. Да. То есть, если человек профессионал своего дела, неважно, это тележурналист, радиожурналист или газетный журналист, будем так говорить, да, в печатных СМИ, то этот человек всегда будет иметь свою цену. Неважно, в Кыргызстане, не в Кыргызстане. Такова тенденция журналистской среды. Вот, это проявлялось и это доказывалось. Вот, я могу сказать, что современная история медиаиндустрии показывает, что, например, постсоветское пространство в Кыргызстане, если возьмем, то наши наиболее такие активные ребята, заметные, наиболее заметные, они достаточно успешно приглашались казахскими средствами массовой информации, например, российскими. В принципе, таких примеров я могу привести, поэтому это появляется. Почему? Потому что наша политическая, общественно-политическая в целом жизнедеятельность страны достаточно заинтересованность проявляет именно с другими странами, в том числе, неважно, американцами, англичанами, россиянами, нашими соседями, поэтому они хотят получить достоверную, адекватную информацию. Вот поэтому приглашают наших, будем так говорить, журналистов, коллег, которые наиболее активны и хорошо себя проявляют именно в плане профессионализма. Нужно, говорят многие исследователи, о конвергентной журналистике, что один человек должен быть буквально человеком-оркестром. Как с этим моментом у нас обстоят в стране дела? Обучают ли этому у нас, то есть конвергентной журналистике в Кыргызстане? Ну, это тоже достаточно из актуальных аспектов именно в нашей академической сфере. Конвергентным, ну, это показатель или, будем так говорить, явление последних 10, по-моему, лет именно в журналистике, что
по крайней мере, если возьмем Кыргызстан, специалисты должны быть достаточно универсальными. Если раньше, будем так говорить, при Союзе или там, после развала в 90-е годы, от выпускника факультета журналистики в тех или иных редакциях что требовалось? Определенный опыт работы, умение писать. Если даже не умел человек писать, то что-то там, где-то там практику проходил, и диплом о том, что человек окончил высшее учебное заведение. В принципе, ну что еще? Ничего особо не требовалось. А сейчас что? Я всегда говорю выпускникам, они, если знают не один язык, это большой плюс. Вот, например, не только в Кыргызстане, в условиях Кыргызстана мы 2 языка должны знать. Кыргызский государственный и официальный русский. Плюс к этому, неважно, вы английским владеете или китайским, это большой плюс. Я всегда говорю. Плюс к этому не просто уметь писать тексты, но и хорошо также уметь говорить правильно. Плюс к этому что прилагается? Если вы умеете снимать на камеру, неважно, на iPhone, там, на фотокамере, то это тоже большой плюс. Это тоже приветствуется, да? Даже в некоторых редакциях это как требование идет в сегодняшних условиях. Плюс к этому, вы правильно заметили, человек должен уметь монтировать. Если вот эти вот критерии, которые я назвал, вы умеете делать, то вам цены не будет. В какой бы стране, в какую редакцию вы не попали бы, вас будут ценить. У вас зарплата будет намного больше, чем того вашего коллеги, который знает меньше, чем вы. Например, монтировать не умеет, например. Вот. И я всегда говорю, надо быть универсальными. В последнее время я могу даже добавить, если у вас будет плюс к этому водительское удостоверение, вы умеете водить, это большой плюс. Частные так называемые средства массовой информации появились. Вот. В условиях рынка они все считают. Хозяева или учредители, как хотите, так и называйте, этих редакций. И они начинают требовать: ай, дорогой, ты не только умей писать, ты умей тоже снимать, монтировать. То есть с этого и началось. Это не только у нас, это и в России, по-моему, в России с 2000-х годов такая тенденция началась, а в других странах еще раньше. Почему? Потому что в условиях рынка вот свои правила определенные. Вот она как раз-таки с появлением рынка, я думаю, появилась и у нас. Какие еще проблемы сейчас стоят перед кафедрами, факультетами журналистики? Помимо того, что вот отсутствует, то есть ограничен крайне информационный рынок, и мало куда можно отправить студентов, да, для прохождения практики. Вот помимо этой проблемы, перечислите, пожалуйста. Я понял вопрос. Медиарынок на сегодняшний день достаточно широк, и он представляет не один вид, а несколько видов средств массовой информации. Это хорошо, положительный аспект. Просто отправлять мы сможем отправлять, но не всегда учредители, хозяева средств массовой информации соглашаются принять практикантов, будем так говорить. А так у нас есть, это, в принципе, особых-то проблем не вызывает. Ну, опять-таки, исходим из индивидуальных, так, будем так говорить, отношений. То есть я знаю многих главных редакторов, и они идут навстречу. То есть проблемы как-то решаются. Но в академической сфере, если даже не у всех, но у большинства, так называемая, журналистика же специфику имеет свою. Вот поэтому с этой точки зрения она формирует проблему, так называемую отсутствие, как бы это правильно сказать, ну, студии, проще говоря. Отсутствуют определенные студии. Ну, электронная инфраструктура, да, именно она наполняет своими студиями, наличием определенных студий. Неважно, компактная, широкая, большая, может действовать, но чтобы студия была, где студентам, будущим журналистам могли показывать, что есть, например, стендап, как снимается, интервью, как на практике делается, как надо микрофон держать. Это вроде бы банальные моменты, да, элементарно, но этому надо показывать плюс еще, элементарно. Если человек, окончивший 4 года бакалавр, получает и приходит на телевидение и не знает, как держать микрофон, извините меня, это большой минус для этой среды, откуда человек пришел, будем так говорить, элементарно. А такие, к сожалению, такие примеры есть, элементарно. Микрофон не умеет держать, лицо закрывает. А зачем лицо закрывать? Как надо держать, на каком расстоянии? И это, конечно, кухня практической журналистики. Например, за 1 минуту сколько слов надо читать, как надо выдыхать, на какие моменты надо в тексте акцент делать. В принципе, мы со своими коллегами, у нас на кафедре, на предметах
стараемся эти пробелы как раз таки закрывать. Нехватка преподавателей. Как таковых специалистов или состав профессорско-преподавательского состава в вузах именно в отношении нашей кафедры, в отношении других кафедр, которые готовят будущих журналистов, я могу сказать, тоже это является определенной проблемой. Специалисты не хватают, журналистика не стоит, она идет в ногу со временем. Может, даже если есть специалисты, да, или преподаватели журналистики, но отвечающих сегодняшним, например, требованиям, как я уже сказал, понимающие интернет-журналистику специалисты или преподаватели, их очень мало. Поэтому это тоже одна из, если даже не глобальная, но в рамках Кыргызстана достаточно такая актуальная проблематика. По крайней мере, вот в нашем вузе, в нашей кафедре есть такие моменты. Вот. Ну, опять-таки, выходим из положения, приглашая тех или иных практиков, блогеров, которые действующие, я хотел бы сказать. Вот, причем, которые могут объяснить студентам, будущим журналистам. А у нас же, как я уже сказал, есть такая тенденция, что в Кыргызстане же 2 языка. А практики наши коллеги, некоторые могут говорить только на официальном русском языке. А у нас есть 2 группы, например. Если одной группе специалист объясняет, остается вторая группа. Я тебя перебью, у вас она две группы, да? Кыргызоязычная и русскоязычная. Есть такие ребята, да. То есть параллельно развивается журналистику на 2 языках. Да, мы стараемся охватывать и первую часть, и вторую часть. Почему? Потому что в условиях Кыргызстана, как я уже сказал, у нас официально 2 языка. Государственный кыргызский и статус официально имеющийся русский язык. Поэтому есть выпускники школ, которые закончили с кыргызским языком, и есть выпускники школ, которые закончили с русским языком. Они в равной степени потом пользуются спросом на рынке? Так, ну, в принципе, я могу, наверное, даже похвастаться, что наши выпускники могут найти работу в себе, именно в практической журналистике, могут себе место найти. Я могу с уверенностью сказать, что они, в принципе, ну, от желания выпускника тоже зависит. Если человек желает идти на практическую журналистику, то, конечно, они свое место находят. До этого было такое, поэтому я, опираясь на наш опыт, могу с уверенностью сказать.